Тилек Жанышевич, 650-ден $1400 деп точно айттыңыз ба азыр? $1400 чейин. 1400 долларга чейин это кандай квартиралар? Ичинде это пентхаустарбы гиктин? Бул Сиз азыр жаңылышып калсаңыз, сиз чогулуп анан бул парламенттен абайлап сүйлөдүңүздөр. 1400 бул Бишкек шаарындагы Кайсы дарегинде? Байтик Батырия дарегиндеги ынтымак конушунда. Байтик Батыр эмне менен кесилишинде? Байтик Батыр ЮБЧК менен кесилишинде. БЧК. ЮБЧК. Южный. Үстү жактабы? Ооба, жогору жакта. Масалиеваны айтып атасызбы? Масалиевадан жогору. Выше строящейся мечети. Ынтымак мечет жасоо. Менде мындай суроо да, Тилек мырза. Эгер жалгыз бой эне мисалы да, бир комнат квартирасы бар болсо, ага мамлекеттик кызматтан бирөө ошентип айтыптыр да. Мага чалып, эми сурап атышат. Мен аны билбей эткем, сизден такталайын да расмий түрдө. Ошол квартираны балам чоңоюп атат, мен алмаштырсам, кошумчалап алмаштырсам болобу деп сурап атат да. Но мамлекеттик кызматта иштеген адамдар болсо. Вот если мама-одиночка, у нее там один ребенок, она работает еще на госслужбе мама, и у нее есть однокомнатная квартира. Она может через ГИК разменять на двухкомнатную доплатить. Вот такие варианты расширение дайкен, да? Да, на сегодняшний день мы такую возможность... Не рассматриваете, да? Мы рассматриваем, но на перспективу, дальнейшую перспективу, поскольку пока в действующей нашей программе эта возможность есть только для тех, кто уже взял жилье по нашей программе в построенном нами жилье. То есть пока он еще как бы наш клиент, да, считается. То есть он может меньшую квартиру. А если она не брала до этого у вас? Если она не брала, то она не попадает? Пока нет, поскольку это породит спрос со стороны населения. Очень большое количество желающих, граждан у нас будет? Да, будет, и мы просто физически не сможем адаптироваться и оптимизировать наш процесс. Ну, в перспективе планируете, значит. Второй вопрос. Вот на объездной там сносят дома, им пообещали, это я про Первомайский район говорю, там порядка 20 или 30 домов, им пообещали через ГИК дома. Это на каких условиях они будут получать? Вы в курсе? Мэрия города к нам обратилась по данному вопросу, мы сейчас рассматриваем. Пока еще механизм не выработан. Они только обратились к нам. То есть вы даже пока предварительно не знаете, но их сносить будет вот-вот? Мне же им надо что-то ответить. Они буквально в пятницу обратились к нам. А примерно как будет? Пока мы еще механизм не выработали. Ну, представьте, у них готовые дома, их сносят, у некоторых красные книги есть, да? Но вы же какие-то планы должны строить, если вам в пятницу обратились хотя бы примерно. Ну, людей вот-вот снесут дома, они должны в голове своей или расчеты делать, или планировать, кредиты им будут даваться, или льготы какие-то будут даваться, нет? Мы в настоящее время действуем только в рамках программы. Если мэрия предоставит какой-то отдельный порядок, да, то тогда мы рассмотрим. То есть мэрия до этого должна что им, чтобы получить у вас льготы, за них какую-то часть должна оплатить мэрия компенсацию? Вы об этом говорите? Да, либо изыскать источник. Либо что? Либо мэрия должна инициировать, изыскать источник какой-то. Откуда? В особом порядке. Через республиканский бюджет? То, что в Конституции-то никто не отменял. Компенсацию я имею в виду. Ну, мы с мэрией отработаем. Пожалуйста, потому что эти люди там очень, и количество растет. Так, у меня еще какой-то вопрос был. А вот что за, вы сказали, строится на Волково-Кустанайской? Это какого порядка дома? Из какого количества? Волково-Кустанайская жилой комплекс из 1174 квартир. Это шестиэтажные дома. Это бывший земельный участок Министерства обороны. Чтобы внести ясность, граждане, состоящие в очереди, независимо от адреса, будь то это Волково-Кустанайская, будь то это Байтик Батыра на жилом комплексе «Ынтымак», очередники получают без первоначального взноса на 25 лет по себестоимости, по $650. Все же, кто желает приобрести жилье без очереди. Но внутри этой системы, очередники внутри. Вам так надо. А то у людей сейчас понимание, что со стороны извне заходят, и 50%, и они получают. Извне могут зайти только те же наши граждане, кто также нуждается в жилье. То есть последние 3 года он не имел никакого жилья,
У него есть определенные сбережения, он может в виде первоначального Хорошо, взноса внести. хорошо, Тилек Мырза. И последний вопрос. Министерство обороны. У нас сейчас по приватизации, по Министерству обороны много военнослужащих обращаются, там и судятся они, ранее им когда-то земли были, там противоречия в земельном кодексе есть. Как с ними, с военнослужащими у вас порядок? Исключительно в рамках программы. А можно уточнить? Рахмат. По природе ипотеки платность, возвратность. Все понятно. Спасибо.